Шолпан бала табуға міндетті. Иә, шолпан бір өмір үшін емес, екі өмір үшін. Иногда гортанная, иногда напевная. Казахская речь звучит под сводами Челябинского нового художественного театра. То эхом бьется крик, то нежным перезвоном колокольчик. Зрители через наушники слышат синхронный перевод. Но даже если бы его не было, почувствовать боль главной героини или угадать, когда ситуация на сцене комична, и отозваться дружным смехом, у зрителей все равно бы получилось. Так искренне, талантливо и по-человечески понятно проживали историю казахской семьи актеры из Костаная. Эта тема очень серьезная, тема бездетности в традиционном обществе. Как женщина живет не только внутренне, психологически, конечно, безусловно, с ощущением там бездетности, но и в обществе, да, вот в этом определенном, когда бездетность – это проклятие. Спектакль казахской труппы стал заметным явлением фестиваля «Человек театра». И это были единственные в этом году участники, кто играл пьесу на родном языке. Фестиваль у нас международный, и потому что он таким и задумывался. И за 11 лет фестиваля у нас было очень много иноязычных спектаклей, не только спектаклей иностранных театров, которые играли по-русски, такие тоже были. Реквизита на сцене минимум. Переплетенные жерди, символизирующие юрту, веревки, ведра и колокольчики. Но у зрителей создавалось полное ощущение бесконечной смены декораций. На это работали, безусловно, и спецэффекты. Но они не солировали, а ставили точные акценты в непростой истории с национальным колоритом. Совершенно феерический спектакль. Очень радостно, что статус международного фестиваля так густо, так красиво, так празднично сегодня предоставлен казахстанским театром. Великолепнейшим совершенно. Какая искрометная сценография, какая феерия красок, снегопадов, страстей великолепных. В финале зрители не просто аплодировали стоя. Зал кричал «Браво!», не стесняясь заплаканных лиц. Когда ты не понимаешь текста, и когда трагедия взаимоотношений, трагедия оттенков, их международность, их вненародность, она становится совершенно очевидной. Тема спектакля серьезная, но рассказанная так, что совсем юным, не изведавшим взрослых страстей, была понятной. Самая сильная эмоция, скорее всего, была боль, передаваемая пьесой и актерами зрителю. Как будто это все даже и со мной произошло. Было и актрису жаль. Самым трагическим мне показалось вот этот конец, там, где она потеряла ребенка. Самым веселым это когда они перетягивали канат. Главная героиня, невероятно красивая и талантливая, после спектакля поделилась впечатлениями о своем первом опыте работы с иноязычным зрителем. Было и страшно, и боязно, что как зрители воспримут. Я думала, господи, хоть бы на пол спектакля не встали и не ушли. Мы переживали, потому что, в другой чужой город, да, ведь на другом языке, наш язык никто не понимает. Как это воспримется? Нет, такая тема. Тема очень драма, там слезы, сопли, да, сами видели. Как бы не переиграть, но и не доиграть тоже как-то, ты думаешь, действительно, чтобы тебе, главное, поверили. Полная отдача и погружение в материал пьесы имеет, как оказалось, и оборотную сторону. Муж говорит: господи, снова ты пришла с новыми синяками. Я говорю: нормально, это просто нормально. Если у меня синяка нет, я уже начинаю переживать. Думаю, как так? Значит, я сегодня... Просто ты отдаешься этому делу полностью. Хочется упасть не так, чтобы, я так вроде упала, а действительно упасть так упасть, плакать так плакать, переживать так переживать. Смотрели спектакль без синхронного перевода, но все поняли, сопереживали и не хотели расставаться с актерами Алла Варикова, Азиз Хаджиев для программы «Наше утро».